Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире выпуск передачи «Вокруг нас». И сегодня у нас в гостях заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дмитриев Александр Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Владимирович, у нас 2021 год. Уже, наверное, все жители города знают из новостей. Постоянно идут сводки, что пожары. Ужасная статистика. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что происходит. Да, к сожалению, 2021 год у нас начался тревожно. В республике наблюдается отрицательная динамика с пожарами и последствиями. Если на текущий период 2020 года было зарегистрировано 116 пожаров, то на этот же период 2021 года уже статистика насчитывает 128 пожаров. Также наблюдается увеличение количества погибших на пожарах в 3 раза. 21 погибший в 2021 году против 7 погибших в 2020 году. Также рост количества пожаров у нас наблюдается и на территории города Канаш, Канашского района. С начала 2021 года у нас зарегистрировано 13 пожаров. На аналогичный период прошлого года зарегистрировано было всего лишь 6 пожаров. Также наблюдается рост количества погибших. У нас в прошлом году, если погибших не было на этот период, то в этом году уже 2 погибших. А что поменялось у нас 2020-2021? Подавляющее количество пожаров происходит у нас в жилом секторе. Это порядка более 80% пожаров. И наиболее частые причины пожаров, они связаны с электротехническими причинами или печным отоплением. Сюда относятся как нарушение правил эксплуатации печного электрооборудования, так и нарушение правил монтажа того же самого печного и электрооборудования. Само устройство печи и дымохода отопительной печи должно быть выполнено в соответствии с требованиями пожарной безопасности в части соблюдения разделок и отступок от горячих конструкций. Зима в этом году выдалась достаточно холодная, снежная, и вот с наступлением холодов люди начинают активно отапливать свои жилища. Для обогрева применяют электрообогреватели. Тут хотелось бы порекомендовать ни в коем случае не использовать неисправные электрообогреватели для обогрева, обогреватели с неисправными терморегуляторами, обогреватели, имеющие повреждение токоведущих частей, изоляции токоведущих частей. И полностью отказаться от эксплуатации самодельных электрообогревателей. Такие случаи тоже у нас бывают, когда применяют самодельные обогреватели. Стоит тоже отметить, что при эксплуатации обогревателей резко возрастает нагрузка на электросети, что также может привести к возникновению пожаров в местах неправильного либо плохого соединения. Здесь хотелось бы порекомендовать, чтобы при монтаже электрооборудования все-таки жители обращались к специалистам, имеющим соответствующее образование в данной сфере. Что касаемо печного отопления, хотелось бы порекомендовать не перекаливать печи, не разжигать горючими жидкостями печи, не оставлять без присмотра печи во время топки и ни в коем случае не доверять топку печей детям. Также с 1 января 2021 года вступили в силу новые постановление правительства Российской Федерации 1479 от 16 сентября 2020 года, пунктом 82 которого установлено, что для отопления зданий, в том числе бань, рекомендуется использовать печь только заводского изготовления. То есть, до этого можно было любые, что ли? Раньше это не прописано было, а сейчас конкретно такое требование появилось у нас в правилах. Проще говоря, самодельные печи кустарного производства, они запрещены к эксплуатации. А как вы можете контролировать? Кто-то заказал печника, он пришел, построил печку. Контролировать. При профилактике уже все это выясняется, да? В ходе профилактических работы мы гражданам разъясняем то, что все-таки надо неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности. Доводим как раз-таки эти требования, которые я сейчас озвучил. И, собственно, даем им рекомендации, чтобы избежать возникновения пожара. А мы с вами вместе выходили в профилактические рейды. Как вы считаете, они помогают предупредить пожары? Я думаю, население все равно задумывается о состоянии пожарной безопасности своих жилищ. И я думаю, лишние напоминания они никогда не будут.
Александр Владимирович, а какая ответственность предусмотрена за нарушение требований пожарной безопасности? Не хотелось бы заострять на этом внимание, но за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это, конечно же, в зависимости от последствий, которые могут привести эти нарушения. Последний пожар можете рассказать хотя бы пару слов? Буквально вот вчера тоже выезжали у нас в Канашский район на тушение пожара. Пожар произошел в бане. Причиной пожара послужило неправильное устройство дымохода отопительной печи. Собственник, то есть бани, он установил в качестве дымохода асбестоцементную трубу. Их можно устанавливать, но в том случае, если температура выходящих газов не превышает 300 градусов. А, как нам известно, при топке печи до 700 градусов выходящие газы достигают при топке печи. Собственно, неправильное устройство дымохода и послужило причиной возникновения пожара. Обошлось без жертв или? Да, к счастью, обошлось без жертв. Всего у нас за прошлую неделю было зарегистрировано 3 пожара. В 2 случаях горели бани. Это за неделю 3 пожара? За неделю 3 пожара, да. Давайте тогда, наверное, в конце передачи я предлагаю вам обратиться к жителям города, дать какие-то рекомендации. Не стоит забывать о том, что пожар легче предупредить, чем потушить. Поэтому, уважаемые жители Канаша и Канашского района, напоминаем о том, что соблюдение требований пожарной безопасности – залог сохранности вашей жизни и вашего имущества. Спасибо, Александр Владимирович, за интересную информацию. Спасибо. Соблюдайте требования пожарной безопасности. Берегите себя. Всем добрый день, уважаемые жители города Канаш, Канашского района. Разрешите представиться, начальник пожарной части, подполковник внутренней службы Николаев Андрей Николаевич. Хотелось бы довести до жителей информацию, что необходимо делать в случае возникновения пожара в квартире. Пожар в квартире может привести к панике и неспособности адекватно реагировать на происшествие. Чтобы этого избежать, необходимо быть готовым в первую очередь вовремя обнаружить возгорание и принять действенные меры по ликвидации на начальной стадии. Давайте рассмотрим порядок действий при пожаре в квартире. В первую очередь необходимо оценить степень возгорания и понять, насколько большая площадь горения и риск для людей. Если площадь горения незначительна, используя первичные средства пожаротушения, попытаться потушить пожар. Для этого мы рекомендуем иметь дома огнетушитель и уметь им пользоваться. Если огнетушителя нет, то вода – универсальное средство для тушения пожара. Но важно помнить, что водой нельзя тушить электроприборы под напряжением. Также водой невозможно потушить горючие жидкости, такие как подсолнечное масло. Для этого необходимо использовать либо огнетушитель, либо накрыть горящее масло плотным покрывалом, чтобы прекратить доступ кислорода. В качестве средства первичного пожаротушения можно использовать песок или землю из горшка с цветами. В случае, если с пожаром вы не можете справиться, необходимо сразу покинуть место горения, предупредить жильцов и сообщить пожарно-спасательную службу по номеру 101 либо 112. При звонке необходимо обязательно сообщить точный адрес, где произошло возгорание, этаж, номер квартиры и ваши данные. Если у вас в квартире установлена пожарная сигнализация, необходимо воспользоваться ручным извещателем. Помочь людям покинуть место возгорания и сообщить соседям о пожаре. Далее эвакуироваться на улицу, используя пожарные лестницы внутри дома и внешние эвакуационные лестницы. Ни в коем случае нельзя использовать лифты. В случае сильного задымления дыхательные пути необходимо прикрывать влажной тканью и держать голову как можно ниже к полу, так как дым скапливается в верхней части помещения и температура от пожара у пола значительно ниже. Несколько полных вдохов дыма могут лишить вас сознания и даже привести к летальному исходу. После самостоятельной эвакуации необходимо встретить пожарное подразделение и как можно подробно рассказать о месте пожара, доступе к нему, а также о людях, которые могут оставаться там. Если вы обнаружили возгорание в подъезде, то необходимо позвонить также в пожарную охрану по номеру телефона 101-112. Если дым не густой и вы чувствуете, что дышать можно, то попробовать определить место горения и попробовать потушить возгорание с помощью соседей либо самостоятельно. Помните, что огонь и дым на лестничной клетке распространяются только в одном направлении – снизу вверх.
Если потушить пожар не представляется возможным, то оповестите жильцов дома и, не создавая паники, попробуйте выйти наружу. Если же, выйдя в подъезд, вы попали в густой дым, то нужно немедленно вернуться в квартиру. А дверные щели и вентиляционные отверстия, через которые может проникнуть дым, необходимо заткнуть мокрыми тряпками. И, подойдя к окну, не открывая оконных проемов, всячески привлекать внимание прохожих. Если же есть возможность выйти на балкон, то необходимо выйти на балкон и также криком звать о помощи и привлекать к себе внимание. Взрослые и дети, соблюдайте правила пожарной безопасности. Выполнение элементарных мер осторожности – залог вашей безопасности. А если вы стали очевидцем несчастного случая или сами попали в аналогичную ситуацию и существует возможность сообщить о происшествии срочно, обращайтесь за помощью в Единую службу спасения по телефону 112.